Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем в этом выпуске. Весенняя угроза. По нашему прогнозу, в зону подтопления могут попасть 23 населенных пункта в 20 муниципальных образованиях. Как в республике готовятся к паводку и на что обращает особое внимание, услышал Рамиль Шайдуллин. Скандальные гастроли. Все, разговор окончен. Лично билет не возвращаем. Почему отменили концерт Фердуса Тимаева, расскажет Дмитрий Аринин. Квартиры нет, а кредит за нее есть. Как так получается, что дома нет, а человек за аренду квартиры и за ипотеку продолжает платить много-много лет? С какими проблемами дольщики обратились сегодня к депутатам, расскажет Салават Мухаммадуллян. У природы нет плохой погоды. Это очень романтичная профессия, все-таки наблюдать за погодой, наблюдать за небом. А тех, чья работа – это давать прогнозы, расскажет Ильгиз Шакуров. И начинаем выпуск с важной победы. Сегодня казанский «Ак-Барс» стал победителем зеленого дерби. Уфимцы сражались до последней секунды. Тем не менее, серию с Салаватом Юлаевым «Ак-Барс» выиграл со счетом 4-0. Это значит, татарстанская команда в финале Восточной конференции КХЛ, где встретится с победителем пары «Металлург-Авангард». 3-2 в сумасшедшей игре. Напомню, что с 0-3 Салават вдруг встал. Да как побежал. 2 отыграл, но на одну не хватило у них и удачи, и времени, и сил. Спасибо Салавату за такой хоккей. А с «Ак-Барсом» мы увидимся уже в финале конференции. Ну а пока к другим новостям. Через 5 дней в республику придет весна. Это значит, нужно готовиться к паводку. Об этом сегодня глав районов предупредили на заседании Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям. В зону возможного подтопления в этом году могут попасть 23 населенных пункта в 20 муниципалитетах Татарстана. Уже определены уязвимые гидротехнические сооружения, их 3. Но пока, по прогнозам метеорологов, активного таяния снега быть не должно. Половодье не начнется резко. Когда и как готовится республика, узнавал Рамиль Шайдуллин. Достаточно глубокое промерзание на реках, поэтому паводок нынешнего года, возможно, пойдет по напряженному сценарию. Когда он будет, неизвестно до сих пор, но быть готовым к его последствиям нужно уже сегодня. Об этом говорят на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям. При неблагоприятном развитии весеннего половодья, по нашему прогнозу, в зону подтопления могут попасть 23 населенных пункта в 20 муниципальных образованиях, 4 садовых товариществ, 5 низководных мостов и 2 участка автомобильных дорог. Подготовка уже стартовала на местах. Вот в Буинске обязанность защитить город от возможного потопа возложена на местных коммунальщиков. За 10 дней очистить 70 водосточных труб. Ведь потоп здесь был и не раз. Дворы затапливает, огороды у нас полные воды. В зависимости, как земля промерзла в этом году, очень хорошо. Она даже может подняться во всех дворах на полметра даже, может быть. Буинцы не одиноки. В Татарстане не раз топило населенные пункты, и этому есть несколько причин. Одна из них – выход рек из берегов. Уровень их воды можно контролировать, сбрасывая, но печальный опыт обмеления Волги показал, что лучше не рисковать. По итогам маловодья 2019 года комиссией было принято решение о недопущении в период весеннего половодья сработки Куйбышевского водохранилища ниже отметки 51 метр по Балтийской системе. Выходя из берегов, реки могут не только подтопить населенные пункты, но и отрезать их от главной дороги. Так, в Буинске было 3 года назад, когда в паводок затопило низководный мост через Свиягу. 15 селян оставались заложниками ситуации. В этом году под угрозой уже другой мост, но дорожники предусмотрели объезд. Если паводок будет высокий, мы его закроем вообще на ремонт и сделаем объезд. Это в Альметьевском районе, через Степной Зай. Под угрозой и 3 гидротехнических сооружения в Тукаевском, Актанышском и Новошишминском районах. Они в аварийном, предаварийном и опасном состояниях. Все 3 ГТС требуют установления там постоянных круглосуточных постов и дежурства техники.
И отдельное внимание еще одному традиционному виновнику паводков – снегу. Из-за того, что зимой он то подтаивал, то снова замерзал, а после снегопадов еще и увеличился в размерах. Сейчас по консистенции снег больше напоминает влажную губку. Во всех районах содержание воды в нем выше нормы. По Татарстану на 32% выше нормы, в ряде районов более чем на 60%. Если начнется быстрое таяние, то районные и городские службы должны быть к нему готовы. На это сегодня обратили внимание муниципалитетов. Но по прогнозам синоптиков, весна будет плавной и начнется в это воскресенье. Положительная температура по нарастающей до 2-7 градусов, даже 8 градусов к 28 числу. Пока для контроля ситуации в республике работает 35 водомерных постов. В режиме онлайн они контролируют уровень воды в реках и влажность грунта. Рамиль Шайдуль, Алмаз Единов, ТНВ, Буинский район, Казань. Итак, синоптики сегодня порадовали татарстанцев хорошими прогнозами. Весна наступит в первой декаде апреля. Заглядывать в будущее дело неблагодарное, но в их случае это работа и научный подход. В международном аэропорту Казань трудится целая команда метеорологов, и от точности их прогнозов зависит жизнь. С теми, кто точно знает, что у природы есть плохая погода, пообщался Ильгиз Шакуров. А у нас давление растет? Атмосферное давление для них важнее собственного. В метеорологической станции международного аэропорта Казань работают круглосуточно. Все для того, чтобы воздушные суда взлетали и приземлялись без происшествий. Мне нравится то, что работа такая является творческая, можно сказать. То есть не бывает двух одинаковых погодных дней, погодных условий, и поэтому нужно работать всегда со смекалкой. Главная задача метеорологов – консультация авиадиспетчеров, которые передают информацию пилотам. В атмосфере все происходит благодаря физическим процессам, поэтому нужно хорошо знать физику. Но оказывается, настоящий синоптик должен еще хорошо рисовать. Это наш главный рабочий инструмент, красно-синий карандаш. Красный у нас теплый фронт, который приносит нам тепло, и синий карандаш – это холодный фронт, который нам приносит, соответственно, холод. Измерять высоту нижней границы области. А вот место, откуда добывается информация для метеопрогнозов. Датчики видимости и ветра, измерители облачности, термометры влажности. Таких мест с разными приборами на территории аэропорта несколько. Уверенным шагом к самолету. Уверенность это благодаря точным прогнозам метеорологов. Николай Горшенин признается, без синоптиков пилоты самолетов как без рук. Я выполнял свой первый рейс в качестве второго пилота в город Батуми. И мы попали в достаточно сложную ситуацию, потому что по маршруту было большое количество грозовых очагов. Нам приходилось лавировать, что ли, между ними. Вот. И при подлете к аэропорту города Батуми мы наблюдали такое же большое количество грозовых очагов, но успешно совершили посадку. Ну, то есть получается, что ваша работа все-таки тесно связана с метеорологами? Да, безусловно. Можно сказать, что они позволяют нам заглянуть в будущее, понять, спрогнозировать. Вот так трудится целая команда. Все для того, чтобы воздушные суда перемещались без Баев, ТНВ, Казань. Сегодня Следственный комитет возбудил сразу 3 уголовных дела по факту поджога памятника воину-освободителю в Заинске. К делу о поджоге добавили статьи мошенничества, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, и халатность. Как следует из материала следствия, изготовитель скульптуры отразил в документах недостоверные сведения о материалах памятника и завысил их стоимость. При этом использовались горючие материалы в нарушении техзадания. Кроме того, заказчик – это должностные лица из исполкома города и МУП-центр жилищно-коммунального хозяйства и технологического контроля не убедились, что объект отвечает требованиям безопасности, и приняли его. Сейчас назначена необходимая экспертиза, устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления. Алексеевский районный суд готовится рассматривать дело 22-летней жительницы села Куркуль. Напомним, в январе мать оставила годовалого сына и 4-летнюю дочь на 30-градусном морозе. Врачи ДРКБ смогли спасти малышей. Дети сейчас находятся в детском доме Казани, их здоровью ничего не угрожает. Сегодня прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении их матери. Как полагает следствие, той январской ночью женщина не смогла довести до конца свой преступный умысел.
Ребенка в сарае обнаружила бабушка, которая и предотвратила трагедию. Сейчас мать находится под стражей. Резонансное дело о драке слонов в Казанском цирке сегодня получило продолжение. Поссорившиеся артистки вновь вышли на манеж. Об их состоянии рассказал и показал дрессировщик Сергей Гулевич в прямом эфире в Инстаграм. У пострадавшей слонихи Магды остались ссадины после драки. Однако вместе со своей напарницей Дженни они смогли показать часть программы для зрителей онлайн. Напомним, инцидент в Казанском цирке произошел в воскресенье. 5-тонные слонихи начали потасовку во время выступления и вышли за пределы арены. Накануне проверкой цирка занялись Следственный комитет и прокуратура Вахитовского района. Это Дженни, хулиганка, главная слониха. А вот она, Магда. Как видите, жива, здорова, на ногах, на 4 ходит. А вот здесь шоу сорвали. В Башкортостане отменился концерт популярного певца татарской эстрады Фирдуса Тимаева. У него было запланировано выступление в селе Киргиз-Мияки. Билеты были проданы, но за час до концерта районные власти объявили: электричество в ДК отключено, в подвале потоп. Но, как выяснил сам артист, это было не так. Все подробности у Дмитрия Аринина. Burada просто подвалда su bastı dediler, işlerse de. Şu akutlu sündürdük dediler de başladılar. Biz anda kırıp karadık, kartonla alıp karadık. İşikler, gidenler kıpkırı. Burası aldırga gerek değil. Biz bitinde hayvan değil, biz basitlik kişi değil. Ettirgeydi, Firdus gelip girme, butalık girmedi. Biz girmeydi. Так, вместо выхода на сцену Фирдусу Тимаеву пришлось спускаться в подвал местного ДК. Певец лично убедился, воды там нет, и показал это своим подписчикам в Инстаграме. На гастроли в село Киргиз-Мияки вместе с Фирдусом Тимаевым приехал труппа из 15 человек. Артисты также привезли аппаратуру весом в 5 тонн. Когда версия с потопом оказалась фейком, местная администрация назвала другую причину, почему концерт не состоится. Как объяснил Фирдус Тимаев представителю района, он не понимает, зачем нужен этот маршрутный лист. В это время начало концерта ждали сотни зрителей и задавались вопросом. А зачем вы продавали билеты без маршрутного листа? На 2 дня. В итоге артист готов был выступить бесплатно там, где это возможно. Просто минимум честь играет и уважение народ играет. Публика поддержала артиста и отказалась расходиться. В итоге концерт состоялся. Фирдус Тимаев под баян исполнил несколько песен в темном зале. И на бис в холле. Вернувшись в Казань, Фирдус Тимаев рассказал, он собирался оформить маршрутный лист, но так и не смог. Требует маршрутный лист, но они не дают. И причины не говорят. Потом сказали так, что местные районы, местные администрации, пускай они сами решают. Потому что там нету штрафов, ничего нету. Нарушений закона нету. Ситуацию со срывом концерта сегодня прокомментировали в Минкульте Татарстана. Первое, это в данном случае заключен договор между исполнителем и заказчиком. Если какие-то пункты этого договора были нарушены, я думаю, эта ситуация она должна разрешаться в судебном порядке. Второе, хочу сказать то, что в настоящее время нужно уходить от политизации этой темы, и нужно понимать, что культура и искусство – это, наоборот, те инструменты, которые налаживают отношения и выводят их на более позитивное русло. Отметим, что гастрольный тур по Башкортостану Фирдуса Тимаева был запланирован еще год назад, до пандемии. В плане 80 выступлений, билеты на них раскуплены. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
Одна из долгожданных новостей для обманутых дольщиков. Для них могут ввести рефинансирование ставок ипотеки. Такую программу могут запустить в России в ближайшее время. С инициативой главе Центробанка Эльвире Набиуллиной обратились депутаты Госдумы. Об этом стало известно сегодня на онлайн-приеме «Единой России» в Казани. Здесь жителей принимали татарстанские и федеральные парламентарии. От инициативной группы дольщиков пришла Гульнара Закирова. В итоге она не только задала вопрос, но и получила ответ. Как так получается, что дома нет, а человек за аренду квартиры и за ипотеку продолжает платить много-много лет? Гульнара Закирова – обманутый дольщик. Своей квартиры в ЖК МЧС она ждет уже 9 лет. Стройка дома возобновлена. Ключи обещают выдать летом. Вопрос у нее в другом. По ее словам, многие дольщики в ожидании решения с проблемными домами вынуждены платить кредиты за свои недостроенные квартиры и еще снимать жилье. К тому же банки не рефинансируют такие ссуды. За несуществующие квартиры кредиты, ипотечные там, неважно, кредиты. То есть квартиры нет, а кредит ты банку выплачиваешь каждый месяц. И получается так, что здесь, условно говоря, все в шоколаде, в особенности банк. Он ничем не рискнул. И это, по словам Гульнары, касается не только татарстанских, а всех обманутых дольщиков страны. Как быть? С этим вопросом женщина сегодня обратилась в общественную приемную «Единой России». Ответ пришел из федерального парламента. Банки не рефинансируют старых ипотечных, потому что этот объект оказывается в реестре проблемных объектов. И на самом деле мы считаем, что банки не правы, и мы подготовили официальное обращение от группы депутатов на Эльвиру Сахибзадовну Набиуллину. Еще один вариант поддержки – субсидирование ставок. Предварительно на это нужно 3 миллиарда рублей. По словам Айрата Фарахова, это может делать либо федеральный бюджет, либо фонд обманутых дольщиков. Тут встает другой вопрос. А как быть, если деньги на квартиру были взяты у банка не по ипотеке, а, например, по потребительскому кредиту? Первое – очистка. Перевод всех форм кредитов в один ипотечный кредит. Если он ипотечный, он сейчас зальготируемый. И субсидировать льготируемый будет намного легче. Поэтому это первый этап. Второе – посмотреть, какая есть наиболее лучшая практика у субъектов. Если она действительно есть, значит, посмотреть, какие решения могут быть на уровне нашей республики. Сейчас в республике около 2000 обманутых дольщиков. Это 7 домов. Их достроят в этом году, и проблема будет решена. И здесь у дольщиков начинаются вопросы уже с инфраструктурой вокруг их домов. Парламентарии пообещали держать их на контроле. Салават Мухаммадуллин, Алмаз Зиаддинов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. От улицы музея до гостиницы и станции метро. Гид по знаковым местам Габдуллы Тукая в Казани. Экскурсию, посвященную 135-летию великого татарского поэта, провела интернет-газета «Реальное время». На Нижнекамск-нефтехимии продолжают расширять ассортимент выпускаемой продукции. Так, на заводе начали производить еще одну марку галобутилового каучука. В чем его уникальность, узнаете далее. На Нижнекамск-нефтехимии работают над выпуском уникальной марки бромбутилового каучука ББК-246. За 17 лет работы завода эту продукцию выпускали всего 3 раза при пуске производства в 2012 году и в 2020. В прошлом году завод выпустил небольшую партию. Тогда продукцию отправили одному из потребителей для ознакомления. Отправили потребителю, который его сначала в лабораторных условиях испытывает. После положительных испытаний в лабораторных условиях потребитель запросил уже 312 тонн каучука, то есть уже использовать его в промышленных испытаниях. Главное достоинство этого эластомера – высокая газонепроницаемость, поэтому его выгодно использовать в бескамерных шинах. Также ББК-246 может применяться в медицине, например, при производстве пробок. Для производства данной марки каучука сотрудникам Нижнекамск-нефтехима пришлось приложить немало усилий. Для выпуска каучука марки ББК-246 потребовались изменения в технологии практически на всех этапах производства, чтобы выдержать качественные характеристики, заявленные потребителям. По итогам выпуска этого каучука есть наработки совместно с НТЦ, что можно поменять, чтобы и увеличить производительность узлов,
и выдерживать качественные показатели каучука. Всего на Нижнекамск нефтехимии могут выпускать 5 марок галобутилкаучуков. Из них 2 выпускают на постоянной основе. 70% приходится на бромбутилкаучук 232, оставшиеся 30% на хлорбутилкаучук 139. При успешном прохождении испытаний марка ББК-246 пополнит ассортимент. Без малого 200 тысяч рублей передали представители Алькеевского землячества семье Ирдинкиных. Многодетные Светлана и Олег остались без крыши над головой после пожара. Случился он утром, когда дома никого не было. Пока семью приютили родственники. Сейчас Ирдинкины мечтают достроить новый дом. Уже готовы стены, крыша, остаются внутренние работы. Помочь семье может каждый. Как ваши дела? Ничего, хорошо. Как детки? Ничего, хорошо, детки. Марину Ферапонтову гости застали врасплох. Им сегодня привезли все то, что собрали представители землячества. Первоклассница Даяна тут же начинает примерять наряды, бантики, любимую шапочку, книжки. Словом, все то, что унес пожар. У Миланы белая шапка. После пожара 5 детей семьи Ирдинкиных приютили родственники. Марина Ферапонтова – их тетя. Старшему Радику 14, младшей Ульяне 2 годика. Марина сама воспитала 4 детей, теперь, говорит, их 9. Это же как родной кровь наш. У них такое большое горе. Не дай бог никому такое горе пережить. Ну и вот взяли уж, подумали с мужем, решили пока временно приютить у себя их. Пока как бы построится дом. На их беду откликнулись представители Алькеевского землячества. За неделю удалось собрать 188 тысяч рублей. Когда мы услышали о такой трагедии, мы не могли не откликнуться, потому что это наши земляки, мы должны помочь. И 67 человек за неделю собрали сумму. Это были не только алькейские люди, также были с Калининграда. Большую поддержку сделали артисты, журналисты. Ключ. Совсем недавно им открывали двери этого дома, а сегодня здесь одно пепелище. Возгорание произошло из-за короткого замыкания, говорят пожарные. Сами они прибыли на место трагедии в течение получаса, однако ни сам дом, ни внутреннее убранство спасти не удалось. Дети, давайте пейте чай, сладости, с печеньями, с конфетками. Тетю Марину дети называют второй мамой. Родная в запое, отец на заработках. Пока дети будут жить у тети. Здесь, верят, достроят свой новый дом. Его начали возводить еще до пожара. На строительство стены, крыши ушло 7 лет. Остались внутренние работы. Помочь семье Ирдинкиных можете и вы. Для этого достаточно отправить любую сумму на номер счета, который указан на экране. Алия Хайрудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Алькеевский район. В Сабах сегодня отметили День работника культуры. В этой сфере в районе занято более 300 человек. В их честь большой праздничный концерт от творческих коллективов и именитых артистов республики. Из-за пандемии они долгое время проводили мероприятия онлайн, учились работать в новом формате, а сегодня снова собрались все вместе. Заведующие домами культуры, художественные руководители коллективов, музыкальные педагоги и библиотекари. Сегодня они впервые за последний год в одном зале. В свой профессиональный праздник работники культуры обычно отвечают за развлекательную программу. Сегодня все наоборот, они зрители и награды для них. Чулпан Маликова посвятила культуре больше 40 лет. 9 из них она работает в Сабинском районе преподавателем по классу фортепиано и концертмейстером. За труд и награда. Счастлива, что я могу служить культуре, искусству. И то, что я вот в Сабинском районе, в Сабах, оказалась нужной. И, как сказать, меня наградили, значит, моя работа заслуживает. В Сабинском районе сегодня больше 300 работников культуры. Только в прошлом году здесь отремонтировали 22 учреждения. А в этом начали строить новый ДК в селе Сатышево. Судьба работников культуры очень схожа с судьбой правоохранителей. Когда все идут отдыхать, им приходится работать, быть на посту. А сегодня тот самый случай, когда у вас есть возможность отдохнуть и посмотреть концерт. Вы этого достойны. Самый большой дух дает, я думаю, работники культуры. И их дух – это дух всего района. И хотя я прошлый год был
тяжелом, пандемии, они не сломались, они с населением очень хорошо проработали. Они тоже по праву уже могут считать себя деятелями культуры. Это творческий коллектив Центра безопасности дорожного движения. Серьезную работу совмещают с творчеством трехкратные обладатели гран-при фестиваля работающей молодежи «Безнагзаман. Наше время». Сегодня выступают для коллег. Здесь мы человек 20 всего привезли. У нас таких творческих артистов, которые 3 года назад не пели, не танцевали, никогда на сцене не были. 3-4 года назад, так скажем, их 67. Это наш родной район. Вот такую форму мы практикуем. Я считаю, что она и дальше будет иметь продолжение. Как наша работа совмещенная с творчеством и, как говорит наш руководитель Рифкат Нургалевич, творческий подход, он нужен везде. Творческий человек, творческий во всем. Да. Поэтому мы с таким девизом работаем, трудимся и участвуем в различных конкурсах. Поздравления работников культуры и от мэтра татарской эстрады, народного артиста республики Салавата Фатхиддинова. Неудивительно, что в год родного языка и народного единства на сцене яркие номера, демонстрирующие многообразие культур многонационального Татарстана. Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Сабинский район. Весенний бал в Казанской ратуше. В этом году он посвящен 220-летию выдающегося русского поэта Евгения Баратынского. Среди гостей были и прямые потомки поэта. Заслуженная артистка Юлия Зиганшина исполнила романсы, написанные на слова Баратынского. Вот и готов клип нашего корреспондента после бала. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Время прогноза погоды на нашем канале. Предстоящие сутки прояснится, осадки не ожидаются. Об этом поговорим прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баблаха и Азнакаево осадки возможны в течение всего дня, днем до +2. Также облачно в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Днем плюс на термометрах, к вечеру снова минусовые значения. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше без осадков. Облака рассеются, днем до +3. В Арске, Кукмаре и Балтасе уже вполне весенняя картина. Снег тает и морозы практически отступили, +1. В Болгаре, Дрожжином и Буинске без осадков, на термометрах плюсовые значения. Днем +2, но по ночам пока -6-7 градусов. Переменная облачность ждет жителей Альметьевска, Чистополя и Мамадыша. Осадки маловероятны. Медленно, но верно, весна все ближе подбирается к нашим краям, разливаясь лужами и свисая сосульками с крыш. И хотя солнце пока не частый гость, природа делает свое дело. В четверг вновь набегут облака, но станет теплее. В Казани пасмурно и без осадков. Ночью около 4 мороза, а днем около 1 тепла. Ветер западный умеренный, атмосферное давление 755 мм ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. До свидания.